Суу сондукандырганга убакыт келди. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дәммикси. Nitro Fresh. Давид менен Сергей. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay. Номер Сарвар Мирзаев. Защитники слева направо. Левый защитник латераль. 38 номер Азамат Аскербеков. В центре 47 номер Бекзат Насыров. 39 номер защитник Аслыбек Искаков. Также еще один защитник, 14 номер Захридин Абдулладжонов. И на правом фланге правый латераль 6 номер Андрей Амонов. В опорной зоне у Ошму Алдиара 22 номер Марадона Сафаров. 3 номер рядом Айбек Улу Эльдос. На левом фланге атакующий полузащитник 27 номер Саид Мархон Содиков. На правом фланге 10 номер Евгений Чумак. И впереди нападающий 20 номер Андрей Сидоров. Главный тренер команды Александр Бельдинов. Также этот матч сегодня обслуживает судейская бригада под руководством Урмата Баилиева. Только что вот как раз прозвучал свисток Урмата Баилиева. Было нарушение. Соответственно, сейчас у Ошму Алдиара есть хорошая возможность со стандарта обострить атаку и попытаться здесь наиграть гол. Первый помощник судьи Эльдос Мурзабеков и второй помощник Алмабек Улу Нурламбек. Резервный арбитр Талайбек Улу Турыбай. Ну что ж, закончили мы с протокольной частью. Есть хорошая возможность. Был навес на левый фланг. Пытался здесь игрок Ошму Алдиара достать, но передача была высокая. Высокая, соответственно, игроки не дотянулись. И Принц Коблах будет вводить мяч в игру. Поговорили мы о турнирном положении, о возможностях, о состояниях команд. Но что же будет у нас в рамках этого матча? Именно этот вопрос больше всего интересует нас. Пока что с мячом Талант. Напомню, Талант играет сегодня в синих цветах, в красных цветах. Это Ошму Алдиар. Так, отличная возможность у Таланта. И как своевременно, правильно на выходе играет Сарвар Мирзаев. Но атака еще не закончилась. Рано еще расслабляться. Талант с мячом. Ох, пытался здесь игрок Таланта с левого фланга пройти под передачу, но не получилось. Пока что Алдиар защищается довольно складно. Угловой. Хорошая возможность для Таланта, для хозяев поля, с углового попытаться взять ворота соперника. Ну, посмотрим, получится ли. Так, ждем мы свисток арбитра. Ждем мы свисток Урмата Баилиева. Очень много игроков в штрафной находится. Так, навес штрафную. Ох, хороший удар, хороший удар. С первым почином, уважаемые телезрители. Поворотом бил 11 номер, защитник Таланта Антон Полев. Высокий защитник. Бил зряче, бил, ему особо никто и не мешал. Ну, точности не хватило, пробил немного выше ворот. В целом удар хороший, но не такой сильный, по идее, потому что... Так, еще снова атака. У Таланта есть хорошая возможность. Да, слишком они поспешили.
Здесь и 9 номер, и 11 номер друг другу помешали. Это Антон Полев и 9 номер Алишер Субалиев. Да, друг другу помешали. Точнее, не Антон Полев, а Джазбай Абдукаимов. Пожадничали игроки, откровенно говоря, в этом эпизоде. Нужно было ставить мяч Алишеру Субалиеву. Так, с мячом. Капитан Алдиера. Навес штрафную. Попытка прорыва по левому флангу. Так, перехват. Да, растерялись игроки Алдиера в этом эпизоде. Нужно было быстрее расставаться с мячом. С мячом. Антон Полев. Пас дальше на левый фланг. Так, аут. Нет, мяч не ушел. С мячом Талант. Снова пас на левый фланг. Будет ли длинная передача? Вперед забросил Алишер Субалиев с мячом. Ждут его товарищи от него передачу, но пас не удался. Снова борьба за мяч на левом фланге. Пытается сейчас отодвинуть игру от своих ворот Ошская команда, но пока что получается не очень убедительно. Аут, мяч у Таланта. Да, довольно-таки нервозное начало матча, я бы сказал. Опять же, было два хороших эпизода у ворот Алдиера, ну а Ошская команда пока что ничем еще не ответила сопернику. Снова попытка навеса и угловой, да. Угловой, второй угловой по счету буквально за 5 минут. Да, давит на соперника Талант. Это прям чувствуется, это видно. Очень много атак проводится по флангам. Алдиер пока что... В игре Алдиера я вижу какую-то нервозность, неразбериху легкую. С чем это связано? Интересно. Угловой. Так, навес на ближнюю штангу. Навес не получился. Перехват. Вынос мяча. И здесь никого уже нету. С мячом Талант. Снова навес на левый фланг. Длинная передача. И мяч уходит за линию. Очень активно сейчас создаются моменты на левом фланге у Таланта. Очень хорошие прорывы по левому флангу получается. И пока что Ошской команде приходится сдерживать этот натиск. Но получится ли долго сдерживать натиск? Нужно строить игру, конечно. Нужно встряхнуться Ошской команде. Нужно успокоить игру, потому что чувствуется, что команда сейчас целиком и полностью больше сосредоточена именно на оборонительных действиях. А вечно обороняться, конечно, невозможно. Это закон футбола. Поэтому нужно попытаться держать мяч и попытаться сооружать атаки. Так. Снова Талант с мячом. Пас на правый фланг. Навес, штрафную, удар! Какой момент! Красивый навес от Азимбека Алымбекова. И не менее красивый удар мы с вами видели. Бил точно сейчас в дальний угол, но удар опять снова пришелся выше ворот. Что могу сказать, уважаемые телезрители? Талант давит, создает моменты. Очень хорошее, динамичное начало для чуйской команды. С мячом Ошмо. Пас назад, на защитник отыгрывается. Скорее всего, будет длинная передача. Да, ждет, чтобы игроки раскрылись. Навес на левый фланг. Борьба за мяч. Перехват пытается сейчас выгрызать игрок Алдиера. Так, снова пас на левый фланг. Отличный пас, перехват есть. Теперь нужно попытаться бить поворотом. Нет, не успевает здесь ударить по мячу. И 6-й номер Таланта. Адилет Халспеков бил поворотом, но удар, откровенно говоря, не получился. С мячом Ошму. Бекзат Насиров. Пас в центр. Снова на Насирова. Насиров и аут. Мяч у Таланта. Вроде мяч уходил от игрока Таланта. Но судья показал, что мяч ушел все-таки от игрока Ошмалдиера. С мячом Канат Ахматов.
защитник, бывший защитник Карабалты, бывший капитан Карабалты. Так. Так, навес на левый фланг. Мяч в центре, снова пас на правый фланг. Отыгрыш, Канат Ахматов, заброс, дальше по правому флангу. Пытается сейчас угнаться за мячом Нурсултан Тухтаналиев и не успевает. Да, сумбурное начало для узкой команды. Не удается ей владеть мячом, не удается зацепиться за мяч. Очень быстро она расстается с мячом, и это плохо, конечно. С мячом Насиров. Так, пас по левому флангу. Саид Мархон Содиков сделал длинную передачу на правый фланг. Здесь пытается Ошму задержать мяч. Абдулладжонов Захридин на правом фланге пытался отдать передачу, но не сумел. Аут с мячом Ошму. Да, бордовые пытаются. Офсайд, да. Был офсайд. Бордовые пытаются сейчас уже сооружать атаки, и это очень хорошо. С мячом Принц Коблах. Пас идет на левый фланг с мячом чуйская команда. Вот талант сейчас. Снова передача на левый фланг на Каната Ахматова. Канат Ахматов. Пас дальше вперед в опорную зону. Опорник таланта Аделет Халспеков. С мячом отлично. Держит мяч. Пас по правому флангу. Здесь с мячом Азимбек Алимбеков. И... Так. Передача на левый фланг. Будет ли навес? Или все-таки удар? Удар! Низом. И прямо в руки Сарвару Мирзаеву. Удар был в створ ворот, но, откровенно говоря, конечно, удар был слабоват, конечно. С мячом Насиров отдает пас направо, дальше на Асылбека Искакова и разгоняет Ушму атаку по правому флангу. Пытается держать мяч 27 номер Саид Мархон Содиков и аут. Да, мяч уходит от игрока узкой команды. Так. Талант с мячом. Короткий пас. Дальше направо. Так, перехват. Хорошая возможность для узкой команды. Нужно быстрее расставаться с мячом. И здесь сложно, неудобно бить. Нужны варианты. Так, дальше на Насирова. Насиров по левому флангу продвигается. Пытается здесь отдать пас. Нет, не получается. Его быстро закрыли. И удар. Точнее, навес в штрафную. И Принц Коблах правильно среагировал, вышел, и в борьбе за мяч было нарушение правил против Принца Коблах. Ну, я бы не сказал, чтобы это было намеренное действие. Нет, здесь игрок по 14 номерам Захридин Абдулладжонов столкнулся с Принцем Коблахом, но это была борьба за мяч. Амат Баилиев, да, проводит разъяснительную беседу с Абдулладжоновым. И видим, что у Принца травма. Ну, скорее всего, могу предположить, что это неудачное падение Принца. Потому что его подталкивал Абдулладжонов. Но благополучным продолжается, да. Так, что случилось?
Так. Урмат Баилиев сейчас пригрозил игрокам Ушмалдьера, что покажет карточки. Это было отчетливо слышно. Да, нужно успокоить игру. Темп игры все больше и больше возрастает, что, конечно, отражается на игроках. С мячом Ошму, пас направо, отлично, хорошая перепасовка, снова пас назад, ну, неудачный пас, честно говоря, можно было дальше направо отдать, вперед. С мячом Абдуладжонов. Так, и защитники Таланта, Чико. С мячом Талант. Полев на Ахматова, Ахматов. Впереди рядом есть Азимбек Алымбеков, снова на Полева, и здесь Ахматов. Так, прессингует отлично сейчас Адилета Галспекова. Быстренько вводит мяч из аута, и Ошму с мячом. Некому отдать пас, нужно предлагать себя. Насиров рядом. Можно отыграть на Насирова. Нет, не сумел переиграть, и вынос мяча подальше. Алишер Субалиев не сумел обработать мяч, и с мячом уже Ошмалдьер. Как диаметрально все поменялось, уважаемые телезрители. Если в начале матча больше прессинговал, больше атаковал и создавал момент Талант, сейчас последние 5 минут больше мячом владеет и инициативой владеет Ошмалдьер. Бордовый с мячом. Налево. С мячом. Содиков. Какой-то неудачный пас. Дальше снова на Насирова. Насиров на левом фланге. Есть пас, и будет удар. Ох, какой момент упустили. Это было очень опасно. На французском сейчас кричит Принц Коблах. Счет 0-0. Уважаемые телезрители, напоминаю, счет в этом матче еще не открыт. И угловой, очередной угловой. Угловой. Ворот Таланта. Хорошую возможность сейчас имеет Ошмалдьер. Главное, нужно воспользоваться этим моментом. Ждем свисток Баилиева. Навес штрафную. Ох, удар в прыжке. Да, высоковато. Так, бил поворотом Андрей Сидоров. Высоченный легионер Ошмалдьера. Навскидку, я думаю, это самый рослый игрок из команды в этом матче, на мой взгляд. Так. Игра корпусом. Нет, нарушения не было. Нарушения не было. Очень грамотно сейчас распорядился моментом Насиров. Точнее, Аскербеков. Азамат Аскербеков. Пас. Назад. На Асылбека Исхакова. Исхаков дальше на правый фланг вперед. Так. И нарушение правил. Да, нарушение правил против игрока Ошмалдьера. И штрафной. Штрафной. Длинная передача в центр. Так, Полев не дотягивается до мяча, и было нарушение. Было. Мяча в центр. Так. Честно говоря, с этого ракурса дотягивается до мяча, и было нарушение. Где я сижу, не было заметно нарушения. Мяча в центр. Кажется, было. Так. Честно говоря, с этого ракурса дотягивается до мяча, и было нарушение. Где я сижу, зал, не было заметно. Команда, кажется, было. Честно говоря, с этого ракурса дотягивается до мяча, и было нарушение. Первый вклад за первым таймом команда успокаивается. Честно говоря, долго ли с этого ракурса дотягивается до мяча, и было нарушение. Шестой номер. Первый вклад за первым таймом команда успокаивается.
Честно говоря, долго ли? С этого ракурса. Чай и честно говоря, долго ли? С этого ракурса. Чай и честно говоря, долго ли? С этого ракурса. Чай и честно говоря, долго ли? С этого ракурса. Чай и честно говоря, долго ли? С этого ракурса. Чай
Хороший посад. Хороший посад. Хороший посад.
Опасно, опасно. Мяч разминулся с воротами. Было довольно близко. Довольно опасно. Но, как говорится, пронесло сейчас вратаря. В принципе, я думаю, вратарь бы не успел закрыть дальний угол. Удар был таким из-под игрока бил здесь Алымбеков. Такие удары, они очень опасны, коварны, потому что не всегда видно сам момент удара. Насиров с мячом. Пас в центр. Безадресная передача. Ошибка Насирова. Так, борется здесь Халспеков и Турсуналиев. Точнее, Тохтаналиев Нурсултан здесь пытался отдать пас и не успел он отдать пас своему товарищу. Ахматов. Снова безадресная передача. Насиров играет на Амонова. Амонов отыгрывает на вратаря. И здесь уже Исхаков подключается. Длинная передача вперед. Не совсем точно, да. Не сумел здесь, да, Исхаков отдать точную передачу. Осталось меньше 5 минут до конца первого тайма. Ну, скорее всего, добавят максимум минуту, потому что особо остановок в игре не было. Алымбеков не поняли друг друга сейчас. Алымбеков с Арленом Бексуловым, точнее, с Адилетом Халспековым друг друга. И, соответственно, потеряли мяч. С мячом Ошмо. Саид Мархон, Содиков. Мяч в центре. Содиков с мячом. Пас на Исхакова. Исхаков. Дальше играет снова на Содикова. Содиков отдает направо. Есть возможность для удара. Пас был на нападающего Андрея Сидорова. Но мяч не дошел до адресата. И вторая попытка. Атака вторым темпом. Пытается навязать игру сейчас Ошму, и пока что у нее получается неплохо. Получается неплохо, потому что, да, довольно опасные моменты, даже забили гол. Пусть и даже с нарушением правил, но забили. Да. Да, нужна помощь, медицинская помощь здесь. Нападающему таланта Алишеру Субалиеву. И ему оказывается медицинская помощь. Так, будем надеяться, что все обойдется. Так, коротенький перерыв. Надеюсь, продолжит матч Алишер Субалиев. Травмы не нужны. Тем более сейчас Крымская премьер-лига уже в финальной стадии, по сути. То есть уже сезон завершается. Сезон, как говорится, на финишной прямой. Поэтому осталось мало игр. Очень важные игры впереди. Каждый матч сейчас равноценен большой победе или большому поражению. Поэтому потеря игрока для любой команды сейчас нежелателен. Так. Фейерплей. И мяч отдает Принцу Коблаху. Принц Коблах.
Принц Коблах с мячом. Будет вводить мяч в игру. Пас на Антона Полева. Полев. Длинная передача по центру. И здесь очень надежно сыграл Айбек Улы Эльдос. Адилет Халсбеков против него нарушили, но нарушение судья не усмотрел. Все правильно, в принципе. Так, по левому флангу пытается сейчас Талант создать момент. Алишер Усубалиев здесь пытался выгрызать мяч. Не получилось. Зато заработал угловой для своей команды. Но сумеет ли команда воспользоваться этим моментом? Это другой вопрос. Одно дело заработать угловой, другое дело реализовать его. Талант с мячом. У мяча. Так, звучит свисток. Навес штрафную. И какой момент. Мяч очень близко от ворот прошелся, и никто не смог завершить этот пас ударом. Да, опасно было. Даже вратарь Сарвар Мирзаев не сумел среагировать на этот мяч. Ну, опять же, не прям среагировать, а не перехватил его. Длинная передача вперед. Борьба на втором этаже. Парк Джихун борется с Евгеном Чумаком. В итоге аут. Ошму с мячом. Евген Чумак на правом фланге. Вынужден отдавать назад. Прессингует Талант, вынуждая играть назад игроков Ошму Алдиера. Насиров с мячом. Насиров. Пас по центру. Снова пас на Чумака. И здесь рядом есть игроки Ошму Алдиера. Содиков. Так, вынос. Антон Полев. Подстраховал он своего голкипера. Борьба за мяч. Нарушений нет, нужно играть. Айбеку Эльдос. Вот здесь нарушение, конечно. Все правильно, товарищ судья, все правильно. Мы все четко, предельно, ясно видели. Нарушение было. Мне кажется, нарушение было довольно грубым. Могут и желтые. Или все-таки ограничиться беседой. Да, все-таки решил не показывать карточку здесь Румат Баилиев. Штрафной. Отличная возможность на исходе первого тайма здесь. Напомню, уважаемые телезрители, основное время закончилось, завершилось. И, по сути, этим штрафным может завершиться первый тайм. Компенсированного времени мы не видели. Да, скорее всего, его не будет. Поэтому это, по сути, последний момент этого первого тайма. Увлекательного, динамичного и быстрого, я бы сказал. Но все еще не закончилось. Есть вот эта хорошая возможность со штрафного у мяча. Содиков и Евген Чумак. Скорее всего, будет бить Чумак. Так, навес штрафную. И удар. И офсайд, да. Был офсайд. Довольно перспективно смотрелся этот эпизод. Решил все-таки Евгений Чумак именно навесить на правый угол. Нет, все-таки 3 минуты добавил резервный арбитр к первому тайму. Можно было, в принципе, думаю, и бить прямо по воротам, но все-таки капитан решил сделать по-своему. С мячом Алишер Усубалиев играет на Джазубая Абдукаимова. Джазубай не сумел обыграть соперника, теряет мяч, и Ошму Алдиер сейчас сразу же устремляется в атаку. Очень нравится подход Ошму Алдиера. Играет Ошму Алдиер по большей части вторым номером, но очень хорошо и грамотно действует от обороны. То есть очень быстрые вот эти контратаки, они, на мой взгляд, более опасны, чем у Таланта. А у Таланта в начале первого тайма было много хороших моментов, но вот они растеряли весь вот этот атакующий свой потенциал к середине первого тайма, и по большей части сейчас больше атакует Ошму, нежели Талант. Аскербеков с мячом будет подавать. Пас назад. Здесь подключается Андрей Амонов и Антон Полев. Головой выносит мяч подальше. Пас на Исхакова. Исхаков играет
сразу же на Андрея Амонова. Амонов направо. Подключается Евген Чумак. Ну, сегодня Евген Чумак, капитан команды Ошму Алдьера, он, по идее, номинально играет на правом фланге, то есть с атакующего полузащитника, но он везде, он игрок бокс-то-бокс. Очень много черновой работы делает Евген Чумак, он и впереди постоянно подключается, и на правом, и на левом фланге, и защитникам помогает. Одним словом, прям образцовый игрок и капитан, на мой взгляд, сегодня Евген Чумак, потому что везде успевает, он вездесущий в этом первом тайме, поэтому хотелось бы отметить, пас на Аскербекова нет, оставляет он на Содикова. Содиков, рядом есть Аскербеков, сам решил Содиков здесь пройти по левому флангу, но Ахматов не дал ему это сделать. Так и завершился этот эпизод, так и не раскрыв свой потенциал, и в итоге мяч будет вводить в игру Принц Коблах. Думаю, пришло время, уважаемые телезрители, подытожить первый тайм, так сказать, сделать анализ короткий. На мой взгляд, вторая половина первого тайма полностью уходит в копилку Ошму Алдьера, то есть именно по количеству моментов, по количеству ударов, по количеству созданных моментов. Поэтому да, больше доминирует сейчас своими контратаками Ошму Алдьер. А в начале матча, в начале первого тайма больше атаковал Талант. Но сейчас больше мяч находится у Ошской команды. Соответственно, в принципе, если коротко резюмировать, то могу сказать, игра равная. Нету такого доминирующей команды в этом матче. Инициатива переходит из одной в другую сторону. Соответственно, не хотел бы я сейчас из этих коллективов кого-то особо выделять. Ну что ж, звучит свисток Урмата Баилиева, оповещая всех нас о том, что завершается первый тайм. Первый тайм завершается без забитых мячей. Счет у нас 0-0. Впереди 15-минутный перерыв. Думаю, тренер обеих коллективов сделает корректировки. А изменения в игре этих команд мы с вами увидим после перерыва. Так что, уважаемые телезрители, призываю вас далеко от своих экранов не отходить. Впереди нас ждет увлекательный второй тайм этого красивого матча. Суу соңду кандырганга убакыт келди. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу дайнекси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay.
Алдиера по большей части ошибается, ну не прям сильно ошибается, но по большей части в полузащите у них ошибается, то есть часто теряют мяч в третьей зоне. Так, талант. Джазубай с мячом. Ждет передачу Арлен Бексулов. Предлагает себя. Пас на Бексулова. Арлен. Дальше вперед. Тофтоналиев с мячом. Теряют мяч. И здесь уже Ошму пытается отодвинуть игру от своих ворот. Пас на Сидорова. Борется Парджихун. И мяч уходит за линию. Аут. Евгений Чумак с мячом. Рядом есть здесь Захридин. Оставляет Захридину. Захридин отыгрывает назад на Асылбека Исхакова. Исхаков играет в центр на Айбек Улу Ильдоса. Айбек Улу Ильдос играет на Насирова дальше. Дальше вперед на Азамата Аскербекова. Аскербеков. Да, вариантов особо много нету, поэтому отдает пас в противоположную сторону. Здесь подключается Евгений Чумак после паса Исхакова. Сидоров завладел мячом. Сидоров дальше играет на ближнего. Здесь подключается Сафаров. И навес от Аскербекова в штрафную площадь. Помешали ему сделать качественный навес. И Антон Полев играет на Тохтоналиева. Здесь, конечно, Нурсултан не успеет за мячом. Да, далековато все-таки было до мяча. И уже Мирзаев играет на Исхакова. Исхаков, Айбекул Эльдос. Дальше на Насирова. Насиров. Вперед на Аскербекова. Нет. Аскербеков убегает вперед. Да, предлагает себя, но пас до Аскербекова не доходит. Снова пас на Аскербекова. И здесь уже бдительные защитники таланта отыгрывают на вратаря. Парджихун. Парджихун. Ищет варианты, кому бы отдать. Пас направо. Так. Мяч еще не ушел. Да. Аут. Мяч у Ошму Алдиера. Так, из аута вводится мяч. Борьба на втором этаже и снова аут. Снова аут. Ошму вводит мяч. Нарушение, да, было. Отыгрывает назад. Ахматов играет на Антона Полева. Антон Полев играет на Парджихуна. Парджихун отдает назад. Вынужден отдать Принцу Коблаху. Принц Коблах. Пас направо. Ох, как тонко играет здесь Ханат Ахматов. Это было красиво, да. Отлично обработал мяч и переиграл соперника здесь Ханат Ахматов. Джазубай Абдыкаимов. Джазубай. Так, пас на Арлена Бексулова. Арлен Бексулов с левой ноги сразу бьет. И снова бьет выше ворот. Но ради справедливости нужно отметить, что сложно было обработать такой мяч. Навес неудобный. Ложился под правую. И сразу после короткой обработки пробил с левой ноги. Подозреваю, что левая нога не сильная нога Арлена Бексулова. Соответственно, и удар получился таким. Скорее всего. Так. Ошму. С мячом. И аут, да. Нарушений нет. Упал здесь Саид Мархон. Содиков. И здесь
аута. Мяч вводит Талант. Ахматов ищет, кому бы отдать пас. Пас вперед. Ошибаются игроки Таланта. Пас. Ох, какой стремительный проход от Орлена. Отлично обыгрывает здесь соперника Ошму Алдиер. 14 номер Захридин Абдулладжонов. И дальше на левый фланг. Ну как так? В простейшей ситуации сейчас теряет мяч Ошму Алдиер. А могли. Если бы не эта ошибка, могли дальше развивать атаку по левому флангу. Да, упустили момент. 60-я минута. Час игры уже позади, уважаемые телезрители. Счет по-прежнему 0-0. Орлен Бексулов. Так. Парджихун. Перехват. Евген Чумак. Захридин с мячом. Пас на Сидорова. Подключается Евген Чумак. Отдает назад здесь. Насиров. Отдает дальше на Азамата Аскербекова. Очень перспективно смотрится эта атака. И есть ли удар? Да, удар есть, но сильно выше ворот. Бил по воротам 27 номер Ошму Алдиера Саид Мархон Содиков. Это был такой полуудар, полунавес, на мой взгляд, потому что, ну, это не точно акцентированный удар. Мячом. Талант. Не дают Алишеру Субалиеву здесь защитники Ошмо. Очень образцово, надежно играют защитники Ошской команды. Сидоров. Ошму с мячом. Хорошая возможность. Сафаров отдает налево. Так. Будет ли навес, либо удар? Навес в штрафную. И Парджихун выносит. Недоволен принц Коблах. Ну, быть недовольным довольно-таки частое состояние вратарей. Ох, какой момент! Из ничего создали здесь игроки Ошму Алдиера, и Андрей Сидоров, нападающий этой команды, забивает гол. Размочил все-таки счет Ошму Алдиер. Ну, молодцы, конечно. Из ничего создали. В принципе, эта атака смотрелась, ну, бесперспективной. Но в итоге был точный пас на Сидорова. Сидоров сразу, без раздумий, пробил точно поворотом. Ну, конечно, в данной ситуации принц Коблах был беспомощен. Ну, мало что он мог сделать. Да, проморгали защитники Таланта. Ну, Ошму молодцы игроки Ошской команды. Из ничего создали момент. Андрей Сидоров, целый матч он был незаметным. Час игры уже прошел, он был незаметным. Что в первом тайме, что в начале второго тайма. Но вот, возникла возможность, и нападающий воспользовался моментом. Нападающий должен реализовать моменты. Сидоров это сделал. Можно все 90 минут бегать, как угорелый, и создавать моменты, и не забить. Но, как по мне, лучше быть незаметным, но в ответственный момент решить исход момента. Мне кажется, это важнее. Итак, окрыленный успехом здесь Ошму создает второй момент. Удар по воротам. Ой, не точно. Сильно не точно. Сафаров. Марадона Сафаров бил. Пробил не точно здесь Марадона. И принц Коблах вводит мяч в игру. С мячом. Талант. Насиров. Пас назад на Мирзаева. Мирзаев с мячом. Скорее всего, будет выносить. Нет, играет налево. Насирова. Насиров дальше вперед на Аскербекова. Нет, это не Аскербеков, это пас был на Содикова. Насиров. Снова Содиков. Ох, опасно. Нарушение было ли? Нет. Игра продолжается. Ошму с мячом. С мячом Евген
Чумак. Длинная передача Исхакова. Не точно. Так, подключается Сидоров. Андрей Сидоров играет дальше на Евгена Чумака. Будет ли удар или пас? Ну что же, тянет удар выше ворот. Капитан по-капитански взял на себя ответственность, но не воспользовался моментом. В принципе, момент был, была возможность. Он отлично видел ворота. В принципе, никто особо ему не мешал, но точно пробить почему-то у него не получилось. Ну, такое тоже бывает. Да, и видим травма, да, травма. Некая травма у игрока Ошму Алдиера. Это на поле у нас Азамат Аскербеков. Что ж с ним? В борьбе за мяч, если не ошибаюсь. Так. Да. Замена. Замена в составе Ошму Алдиера. Да, выходит 11 номер Мирзалим Улубакыт у Ошму Алдиера. Только вот вместо кого? Все внимание было на Аскербекова, в это время произвели замену. Да, нужны носилки. Неужели серьезная травма? Так. Да, к сожалению, Аскербеков не сможет самостоятельно покинуть поле. Да, замена была. Вместо 14 номера, вместо Захриддина Абдилладжонова вышел 11 номер Мирзалим Улубакыт. И замена в составе таланта вместо Амангельдиева Бектура, который, по сути, был очень малозаметным в этом матче, вышел 20 номер Давляджан Баратов. Бывший игрок Абдышаты, помню, да, длительное время и в Абдышате он играл. И вторая замена в составе Ошму Алдиера. Готовится выйти на поле 67 номер Атабек Муминов вместо Аскербекова. Да, Азамата Аскербекова, который получил травму, да. Две замены сделал Ошму Алдиер. На носилках уносят здесь Аскербекова. Надеемся, с ним все хорошо. Надеемся, что вернется в строй в следующем матче. Травмы никому не нужны. Особенно под конец сезона. Так, талант с мячом. Пас на Джазубая Абдукаимова. Абдукаимов дальше играет на Орлена Бексулова. Орлен Бексулов на левом фланге. Так, пас на Джазубая. Джазубай дальше. И будет удар. Нет. Борьба за мяч. И куча мала здесь в штрафной площади. Нарушений нет. Нужно играть. И Ошму Алдиер здесь, конечно, да. Очень образцово, надежно сыграли. И удар издалека. Не совсем точный, не совсем сильный. Вот игроков. Таланта мы увидим. Так. Бил поворотом Орлен Бексулов. В предыдущем эпизоде. Айбекулы Ильдос. Играет на Насирова. Так. Пас дальше вперед. Ошму с мячом. Пас на Исхакова. Исхаков вперед налево. И здесь уже подключается 27 номер. С мячом. Ошму. Евгений Чумак играет назад. Айбекулы Ильдос в центре. С мячом рядом Исхаков. Пас на Исхакова. Снова на Айбекулу Ильдоса. Ильдос дальше играет на Насирова. Перекатка с фланга на фланг. Ошму. Здесь мячом Содиков. Содиков снова отыгрывает назад на Исхакова. Исхаков. Пас на Ильдоса. Ильдос снова на Насирова. Содиков. Снова отыгрывает в центре. Здесь Айбекулу Ильдос. На этот раз играет на
Исхакова, который сместился направо, чтобы дать больше пространства для маневра. Евгений Чумак в окружении соперника отдает пас на Айбекула Ильдоса. Снова получает мяч Евгений Чумак. Длинная передача на левый фланг. Здесь подключается. Не видно номера. И навес штрафную, но нет, никого не оказалось в штрафной площади Таланта. А пас отдавал вышедший на замену Атабек Муминов. Ну, все делал правильно. Муминов здесь. Просто не успели игроки Ошму подключиться к атаке. Так, удар издалека. Бил наклболом, да, прям. Такие удары называются наклболом. Это когда мяч в полете постоянно меняет траекторию. Такие удары всегда считаются коварными и сложными для любого вратаря, потому что не совсем понятно, в каком моменте мяч нырнет. Он может лететь направо и в самом конце там свернуть налево. То есть это такой технически сложный в техническом исполнении. Ошибается Пак Джихун. Грубейшая ошибка от Пак Джихуна. Сразу же извиняется перед своими товарищами. И что же случилось с Пак Джихуном? Просто отдал сопернику мяч. Если бы соперник воспользовался моментом, то, конечно, он был бы виновником пропущенного мяча. Поэтому Пак Джихуну нельзя так ошибаться, особенно центральному защитнику. Джазбай Абдукаимов у мяча. Сейчас со штрафного будет вводить мяч в игру. Будет навес в штрафную площадь. Так. Навес штрафную от Джазбая. И нет. Очень грамотно сейчас пытается уйти в контратаку игроки Ушмалдьера. 3 на 2 идут практически, но догоняет Арлем Бексулов. Пас налево, и Евгений Чумак дальше оставлял мяч. И прострел нет. Помешали. Угловой вроде. Или все-таки мяч ушел от игрока Ошму. Да, мяч ушел от игрока Ушмалдьера, и Принц Коблах будет вводить мяч в игру. Очень хорошо, быстро, главное, убежали в контратаку. Сейчас игроки ошской команды. Да, в концовке, конечно, пас был совсем неточным. А сама контратака, она была очень идеальной, моментальной, я бы сказал, по таймингу, правильно выверенной. Но вот реализация, конечно, не получилась. Да, нарушение. Так, что здесь случилось? Подзывает он Муминова, точнее Содикова и Ханата Ахматова, проводит разъяснительную работу. Урмат Баилиев. Да, Урмат Баилиев главный арбитр сегодняшнего матча. Очень, на мой взгляд, такой дипломатичный судья. Мы же карточки еще в этом матче не видели. Он ограничивается беседами. И, на мой взгляд, эффективно работает арбитр, потому что, ну, цель судьи не мешать игре, а не раздавать карточки. И Урмат Баилиев отлично справляется. То есть, и самое главное, он контролирует игру, нет каких-то грубых нарушений, каких-то провокаций, то есть беседа, и эта беседа сразу производит эффект на игроков. И, конечно, такое видеть приятно глазу, конечно. Евгений Чумак у мяча, угловой. Хорошая возможность для Ушмалдьера здесь развить свой успех. Напомню, уважаемые телезрители, счет 1-0 в пользу ошской команды. Так, разбегается Евгений Чумак, навес штрафную, и Принц Коблах играет на выходе кулаками. Подбор за игроками Ошмалдьера. Евгений Чумак снова, скорее всего, будет навешивать. Да, навес на дальний угол на Содикова, но мяч не доходит до адресата. Но Ошму все-таки сумел здесь отобрать мяч и пробить поворотом. Но удар, конечно, был слабоват. И Принц Коблах, конечно, без особых усилий его зафиксировал с мячом. Талант, пас вперед по правому флангу. Так, талантовцы в атаке, и нет.
помешали здесь сделать передачу. И мяч уходит за линию. Аут. С мячом Джазбай Абдукаимов. Угловой, да, угловой. Не аут, а угловой. Ну что ж, посмотрим ответку от таланта. Джазбай Абдукаимов. Навес. Низкий навес, не совсем понятный. Неужели была такая задумка? Снова получает мяч здесь Абдукаимов. И Айбекул Ильдос, да, выручает свою команду. Вынос мяча. Перехват. Ханат Ахматов играет на ближнего. И безадресная передача. Или это все-таки удар? Ну, скорее всего, пас, да, был. Не поняли задумку товарищей по команде. И в итоге мяч уходит за линию. С мячом Мирзаев, Сарвар Мирзаев будет вводить мяч в игру. Так, да. Поторапливает Абдукаимов Мирзаева, потому что, да, тянет сейчас, откровенно говоря, Сарвар Мирзаев. За это можно даже получить желтую. Так что нужно быть предельно аккуратным. Чумак. Пас на Сидорова. Сидоров. Да, нарушение было. Было, конечно. Антон Полев, он придерживал Сидорова. И в итоге в борьбе за мяч Сидоров потерял равновесие и упал. Нарушение правил. Стандартное положение. Ну, расстояние около 30 метров. Ориентировочно. Далековато для удара. Скорее всего, будет навес штрафную. И здесь игроки Ожской команды попытают счастье. Нет, решили разыграть. Насиров. Пас в штрафную. И здесь Принц Коблах. Неточный пас. Принц Коблах. Вынос мяча. Далеко вперед. Ох! Жесткое столкновение, да. Против 29 номера. Вышедший. Или 19-й. Не совсем видно. Так. — 29-й, да, но в протоколе он не указан. Да. В протоколе такого игрока нету по 29 номерам. Интересная ситуация. Он был не заявлен или забыли включить протокол? Интересная ситуация-то. Нарушение, стандартное положение. Здесь Абдукаимов, Джазбай у мяча. Удар! Хороший в ближний угол. Но также Сарвар Мирзаев очень надежно сыграл. Он этот удар видел, он этот мяч видел. Правильно выбрал позицию и без особых усилий зафиксировал мяч. Пас на Андрея Амонова. Перевод налево. И нет, было нарушение. Так. А вот и серьезное нарушение. Да, тянется за карточкой. Сейчас арбитр. И Насиров, скорее всего, сейчас слопотал горчичник. Да, все правильно. Урмат Баилиев показывает первую желтую карточку на 84-й минуте встречи. Первая желтая карточка показана 47-му номеру Бекзату Насирову. Ну, по делу, конечно. Грубо нарушал, откровенно говоря. Поэтому все заслужено. Стандартное положение. У мяча Абдукаимов. Снова будет бить. Увидим ли мы повтор предыдущего эпизода удара со штрафным. То стандартное положение тоже именно был с правого фланга. Удар был неплохим, так что понаблюдаем. Возможно, сейчас получится у Абдукаимова. Удар на этот раз в дальний угол. Ну да, удар слабоват.
не точен. — 85-я минута. С мячом Сарвар Мирзаев. Да, буквально осталось сыграть 5 минут основного времени, плюс компенсированные, ну, грубо говоря, 8-7 минут. И если сумеет удержать счет, то, конечно, Ошму Алдиер одержит свою первую победу против Таланта. Напомню, уважаемые телезрители, что в первой игре в начале сезона победил Талант со счетом 2-1, потом летом в августе в домашней игре Ошму и Талант сыграли в ничью 0-0. И это третья встреча в этом сезоне этих команд. И, возможно, паритет будет восстановлен. Если Ошму сегодня одержит победу, то по победам у обеих команд будет по одной победе и одна ничья. Так сказать, разойдутся краями в этом сезоне. Но, опять же, не будем торопиться с выводами. Это больше всего предположение. Лучше дождемся итоговый результат с мячом. Муминов. Так. Сидоров подключается. Вниз далеко ушел Сидоров. И аут. Талант с мячом. Антон Полев. Пас на Парджихуна. Парджихун. Снова пас на Полева. Полев. Дальше направо. Ахматов заряжает вперед мяч. Но против 4 защитников, конечно, что-то сделать сложно. Быстро разыграли аут. Здесь талантовцы, но да, поспешили и, соответственно, потеряли мяч. Было нарушение? Нет, не было. Румат Баилиев говорит, что нарушения не было. Не согласен с судьей сейчас игрок Ошму Алдиера, игроки Ошму Алдиера, но вердикт вынесен. Нужно продолжать играть с мячом. Талант, Парджихун сам подключается и, ну, ожидаемый пас, конечно, был от Парджихуна. Парджихун с мячом. Будет отдавать пас. Джазвай Абдукаимов и аут. Снова с мячом Талант. Арлен Бексулов. Далеко в центр. Подключается здесь. Офсайд, да, был офсайд, да. Был офсайд. Ошму. Айбек Улыльдос. Точнее, вышедший на замену Мирзалим Улубакыт с мячом. Да, скорее всего. Сейчас Исхаков, скорее всего, будет вводить мяч в игру, а не Мирзаев, да. Исхаков. Сидоров теряет мяч. Не совсем удачно обработал мяч. И Тохтаналиев не сумел дотянуться до мяча. Так. Пас назад. Ахматов. Длинная передача вперед. На Айбека Сукиналиева. Да, Айбек Сукиналиев, 29 номер. Да, отметим, что Айбек Сукиналиев есть в протоколе. Он заявлен. И третья замена. Ошму Алдиера уходит на замену Марадона Сафаров, 22 номер. Вместо него выходит 8 номер Бектур Кочхомбаев. Третья замена в составе ошской команды. Да, тактическая замена, скорее всего. Ну, не прям тактическая замена, а скорее всего, чтобы освежить, да, освежить линию. Скорее всего, да, сейчас Ошму попытается удержать. Осталось всего ничего. Осталось меньше 6 минут играть. И Ошму Алдиер в атаке. Нет, не получается. С мячом Джазвай Абдукаимов. Против него сразу два игрока Ошму Алдиера. Да, сумели разобраться с Джазваем. Хорошо как. Ошму в атаке. Пас дальше налево. Подключается. Нет. Некачественный пас, конечно. Неудобно было обрабатывать, принимать мяч в этой ситуации. Арлен отыгрывает назад. И Джазвай выносит мяч подальше. И Мирзаев забирает
Бесхозный мяч. Сарвар Мирзаев. Восемьдесят 86-я минута пошла, осталось играть меньше 5 минут. Таланту нужно, конечно, спешить. Спешить, если не хочет потерять очки, то нужно сравнивать счет. Меньше 5 минут отделяет Тошму Алдьер от 3 очков, поэтому... Да, и самое интересное, что Тошму Алдьер не закрывается в оборону, не уходит в оборону, а все дальше и дальше давит, прессингует, атакует. Это и правильно, потому что нельзя уходить в оборону, это сложно, это опасно, это рискованно. Так, вынос мяча. Далеко вперед. Евген Чумак подключается. Ахматов подбирает мяч, оставляет ближнему. Потеряли мяч. Евген Чумак, рядом Сидоров. Есть еще игроки на левом фланге. Нет, совсем точно. Но атака продолжается. Бордовые пока что с мячом. Вынуждены сейчас в отборе играть игроки Таланта, да. Часто они теряют мяч. Парджихун играет на Сукиналиева. Подключается здесь Джазувай. И пас вперед на Тохтоналиева. Нурсултан Тохтоналиев отдает не совсем качественный пас, да. Да, активно подбадривают Талант сейчас болельщики, подгоняют свою команду. Но хватит ли ресурсов и сил, чтобы сравнять счет? 87-я минута идет встреча, поэтому сложно. С мячом Талант, Арлен Бексулов. Пас вперед, перехват. Ох, неудачно срезает мяч Нурсултан Тохтоналиев. Нет, не получилось развить атаку. Было касание руки? Нет. По идее было, но судья, кажется, не заметил. Так, ну, удар пришелся по судье. Конечно, здесь будет мяч выбрасываться. С мячом Ошму. Так, нарушения нет, нужно играть. Парджихун играет на Арлена Бексулова. Арлен Бексулов. Длинная передача по центру, но никого нету рядом. Да. Игроки атаки Таланта не сумели здесь, не успели убежать вперед. Соответственно, безадресная передача была. С мячом Сарвар Мирзаев. 88-я минута. 2 минуты всего лишь осталось. Меньше 2 минут осталось до конца матча. Да. Очень интригующая концовка нас ожидает. Парджихун играет направо. Ахматов вперед. Ох. Нарушения нет, нужно играть. Арлен. С мячом Арлен Бексулов. Ох, какой тонкий пас. Есть нарушение? Нет, нужно играть. Арлен Бексулов и сам проходит. Отлично. Немножко не хватило, чтобы отдать передачу. Очень надежно сейчас, конечно, сыграли. Грамотно сыграли защитника Ошму-Алдьера. С двух сторон. Прессинговали они Арлена и закрыли его. Да, очередная замена у Таланта. На этот раз также у Ошму-Алдьера. Это тактическая замена в концовке. Да, замена. Да, ушел Нурсултан Тохтоналиев, 19 номер. Вместо него вышел 5 номер Даниил Артюков. Также была замена у Ошму-Алдьера. Вместо Содикова Шохрукбек вышел.
Пас на Исхакова. Исхаков. Длинная передача. Так. Мяч у Шмалдьера. Сидоров. 5 минут добавляет резервный арбитр. Ну, в принципе, все правильно. Вот так. Нарушения нет. Нужно играть. Пас вперед. И Джазыбай здесь вовремя увидел мяч и сразу же отбил пас. С мячом 11 номер. Мирзалим Улубакыт. Заброс вперед на Сидорова. Так, да. Муратов Шохрухбек. 43 номер, вышедший вместо Содикова. Мирзалим Улубакыт сейчас играл в подыгрыш, и здесь аут, да. Аут, конечно. Да, Ошмуалдьер все ближе и ближе к своей первой победе над Талантом в этом сезоне. Сидоров, точнее Чумак, Евгений Чумак. Снова Мирзалим. Мирзалим Улубакыт здесь был. И мяч у Принца Коблаха. Принц Коблах. Талант с мячом. Да, Сидоров сумел здесь. Сумел сыграть в прессинг. Пас направо. Талант с мячом. Очень мало времени остается у Таланта. Перехват. Ошмув. Пас на Сидорова. Успеет ли Сидоров? Нет. Скорее всего нет. Да. Не успевает. И здесь пас на Принца Коблаха. Парджихун. Играет дальше на Орлена Бексулов. Орлен Бексулов снова подыгрывает с Парджихуном. И сразу же отдает разрезающую передачу вперед для подключения. И мяч прямо в руки Сарвару Мирзаеву. Хорошая атака была. Но в центре в штрафную никого не оказалось для того, чтобы замкнуть прострел. Поэтому... Так, Парджихун. Нарушений нет. Нужно играть. Принц Коблах. Вынос. Так, Асылбек Исхаков. Вынос. Парджихун. Выносит мяч. Сидоров. Подбирает мяч, сам тащит вперед и отдает на ближнего. Да, нужно подыграть, потому что впереди никого нету, рядом никого нету. Нужно сыграть, перепасоваться, чтобы вот было пространство. Да, Муминов здесь успевает. Сидоров на левом фланге. В окружении игроков Таланта. Пытается здесь он отдать передачу, но безуспешно. Да, его прям в образцовую коробочку взяли защитники Таланта и не дали отдать пас. Да, угловой. У Ошмуалдьера отличная возможность для Алдьера в концовке игры. К мячу направляется Евген Чумак, капитан команды. Да. Также рядом. Скорее всего, будет розыгрыш. Также рядом с ним Сидоров Андрей. Да, не совсем удачно все получилось. Принц Коблах. Торопятся игроки Таланта. Да, оно и понятно. Очень мало времени осталось. А у Ошмуалдьеру нужно просто продержаться. Слишком сильно отдает здесь и Принц Коблах. Спокойно берет мяч и вынос мяча. Далеко вперед. Талантовцам сейчас всем нужно идти в атаку, если хотят изменить ситуацию. Но хватит ли силы и времени? Орлен Бексулов. Скорее всего, будет заброс в штрафную, да. Разбегается Орлен Бексулов. Заброс в штрафную. Так. Джазыбай Абдукаимов. Сумел отдать пас.
Сидоров сам играет в отборе. Нарушений нет, свистка нет, нужно играть. Сидоров сам тащит по центру мяч, играет налево. Здесь подключается Насиров. Насиров выгрызает мяч, успел. 4-3 играет сейчас. Игроки и Сидоров получает удар. Ох, какой момент. Мог закончить матч на мажорной ноте Сидоров, сделав дубль, но точности не хватило. Отличный эпизод мы увидели. Ну, молодец Насиров, как он переиграл соперника, протащил мяч и успел отдать пас Андрею Сидорову. А Сидоров пробил. Вроде зрячий, вроде все видел, прекрасно понимал, но вот немножко не повезло с ударом здесь, в этом эпизоде. Да, завершается добавленное время, компенсированное время. Это одна из последних атак, по сути. Пас в штрафную. Подбегает здесь игроки Таланта. Арлен Бексулов. Пас на Давлет Баратова. И дальше Жазубай и удар головой. Нет, не совсем сильно получился этот удар головой. И Сарвар Мирзаев берет мяч спокойно, без проблем. Так, вводится мяч в игру и звучит финальный свисток. Да, радуются игроки Алдиера, радуются болельщики Ошму Алдиера. 3 очка, очень важные 3 очка, которые позволят Ошму Алдиеру оторваться от Кыргыз-Алтына. Соответственно, очень важная победа. Есть первая победа над Талантом в этом сезоне у Ошской команды, с чем мы ее и поздравляем. Ну, а Таланту мы желаем удачи. Да, проиграли, но я бы не сказал, что Ошму Алдиер на протяжении всего матча доминировал. Нет, игра была равная. Просто более удачливой сегодня оказалась Ошская команда, и они заслуженно забирают 3 очка, увозят из Канта. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы с вами наблюдали интересный матч. Впереди у нас послематчевые комментарии тренеров. Ну а я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Все это время для вас работала техническая творческая бригада телеканала ЛТР. А также этот матч вместе с вами смотрел и комментировал я, Адлет Тимирланов. Увидимся на полях Кыргызстана. Пока-пока. Поздравляем Андрея с победой, а также поздравляем с созванием игрока матча. Андрей, скажите, я думаю, не ошибусь, что эта победа для вашей команды была очень морально нужной, потому что первая победа над Талантом в этом сезоне. Как складывался матч? И, конечно, хотелось бы узнать о забитом вашем мяче эпизоде. Спасибо большое, во-первых, за поздравления с победой. Сегодня, честно, очень тяжелая игра была. И психологически, и физически сегодня. Ну, мы, слава богу, хорошо подготовились к игре. И это дало свои плоды. А то, что гол забил, ну, это моя работа. Поэтому получилось, был момент. Постарался решить и забил. Потому что вот было видно, что на протяжении всего матча вас очень плотно опекали, не всегда лично у вас получалось подключаться, то есть вас плотно опекали, но вот эпизод с забитым мячом, вот,
вроде бы создали момент из ничего и решили. Можно ли сказать, что этот момент стал решающим в игре? Не, ну получается так, что решающий момент. Счет-то 1-0. Не, на самом деле говорю спасибо, во-первых, таланту за игру. Очень хорошие ребята, желаем в дальнейшем удачи. Для нас, конечно, важны эти 3 очка и в турнирном положении, и в дальнейшем духе. У нас следующая игра с Мурасом, будем готовиться, дай бог, дальше будем выигрывать. Как считаете, эта победа в конце сезона? Эта победа станет для вашей команды таким подспорьем перед концовкой сезона? Ну, я думаю, да, это эмоциональный подъем будет, поэтому, дай бог, все нормально будет, и дальше мы будем стараться также оставшийся сезон провести на высшем уровне. Отлично, спасибо. Ладно, спасибо большое. Удачи. Поздравляем вас с победой. Очень важные 3 очка, которые позволят оторваться от Кыргыз-Алтына. Вот скажите, в начале матча больше доминировал, больше создавал момент, атаковал талант соперника, но в итоге вашей команде удалось переломить ход встречи, то есть начали больше создавать моментов. Как вы думаете, благодаря чему это произошло? Ну, во-первых, да, спасибо за поздравления. Важные 3 очка для нас. Не так легко их набираем. Вот, задача подняться выше, насколько это будет возможно. Поэтому прилагаем все усилия к этому. И ребята благодарю. То, что задумано, то, что мы на тренировках где-то пробуем, какие-то варианты игры, стараются выполнять. Потому что ситуация, это, еще раз повторюсь, я в каждом интервью говорю, никого не устраивает. И ребята правильно реагируют на эту ситуацию. Стараются все, каждый приложить усилия, чтобы да, исправить эту ситуацию. А что касается по игре, у нас есть и объективные причины такого начала. Мы не совсем функционально сегодня, да, были готовы. Мы сегодня только прилетели, непростой был вылет, но это футбол. Я хочу сказать в адрес соперника, мало у нас команд, тренерских команд, да, с кем интересно играть. То есть какие-то наработки, да, мы видим в обороне, в атаке какие-то наработки, как они прессингуют. Команда готовилась, тренерский штаб готовился. С такими командами приятно самим играть. То есть ставят нам задачи, мы стараемся эти задачи решить уже по ходу матча. То, что моменты, которые были в начале игры, там 3 момента после наших аут отдали, бросили неверно, назад передача пошла, тоже неверно. Ну, потом перестроились, взяли мяч под контроль, и получилось немного где-то выровнять игру. Хотя такая игра, да, была догола сегодня. Вот. Отлично. Вот в эпизоде с Азаматом Аскербековым его выносили на носилках. Есть информация по Аскербекову, что с ним, насколько сильная его травма? Ну, я весь в игре сейчас был. В это время, как его вынесли, медицинский штаб у нас сейчас занимался диагностикой состояния. Вот, сейчас только обмолвились словами, что ничего серьезного, вот, что все в порядке. Вот, я очень рад, что никто серьезных травм не получил, никто не выбыл, ни по карточкам. Будем готовиться дальше, двигаться дальше. У нас еще 3 матча осталось. Приложим все усилия, чтобы постараться набрать очки в этих матчах. А можно ли сказать, что сегодняшняя победа послужит для вашей команды таким психологическим бустом для концовки сезона? Но только игры покажут на самом деле. Выигрывать приятно, и следующий цикл мы пройдем в положительном эмоциональном фоне. Тренировочный цикл, подготовка к следующему матчу. Отлично, спасибо. Спасибо. Удачи, поздравляем. Ваша команда вначале начинала очень хорошо, да, больше владели инициативой, атаковали, создавали моменты, но потом уже игра в середине первого тайма плавно перешла в руки соперника. То есть они больше доминировали, больше создавали момент. С чем это связано и почему так получилось?
В первую очередь хочу поздравить соперника. Вообще интересная команда, очень нам не просто, но очень интересно против них играть. И сегодня мы, я думаю, неплохо подготовились. И тот план, с которым мы вышли на эту игру, в принципе, во многих эпизодах работал, особенно в начале матча, как вы подметили. Далее у нас немножко, я думаю, что первая линия прессинга плохо срабатывала, потерялась какая-то организация и взаимопонимание. После этого, да, инициатива перешла сопернику, и они начали создавать моменты. Но все равно, даже учитывая это, у нас, я думаю, мы создали, опять же, достаточное количество моментов, чтобы заработать очки в этом матче. Но, к сожалению, да, завершение и вообще то количество забитых голов, которые мы забили в сезоне, очень-очень сильно не хватает нам, и поэтому в турнирной таблице, соответственно, мы находимся ниже. Мы много создаем, но мало используем из этого. И сегодня это тоже сказалось в первую очередь. Ну и, соответственно, во втором тайме из-за череды ошибок пропустили гол. Может быть, соперник хорошо в этой ситуации сыграл, но мы сыграли неудачно и пропустили, можно сказать, решающий гол этого матча. Также было заметно, что в линии атаки при завершениях не хватало вот именно такого решающего голевого паса, и игроки линии атаки также не справлялись с задачей, то есть либо тянули момент, либо некому отдать. То есть все вот эти моменты, как считаете, это естественный результат усталости игроков и вашей команды к концу сезона, или все-таки это какая-то проблема, с которой вот вы столкнулись в начале сезона и до сих пор не смогли решить? Да, по ходу сезона у нас это продолжается. Вообще, кроме созданных моментов, у нас много предголевых моментов, которые мы можем лучше, да, принимать решения, лучше находить варианты в атаке, как вы сказали, не передерживать, а иногда, наоборот, больше брать на себя игру. Я думаю, что это очень сильно зависит от мастерства и опыта игроков. Как вы знаете, у нас, особенно в линии атаки, играют только молодые перспективные игроки, да, там, возраст от 20-22 года. Может быть, им не хватает опыта, не хватает мастерства. Мы на протяжении сезона стараемся, работаем над этим в тех условиях, которые у нас есть. Но, к сожалению, именно к третьему кругу, к концу сезона почему-то, ну, скажем, прямо говоря, вообще ничего не получается, да, впереди именно по завершению. Есть какое-то психологическое давление к этому, может быть, но мы стараемся решить над этим. Я думаю, для молодых игроков нужно время, систематическая работа. Сейчас мы все в предвкушении ждем там открытия нашей базы, хорошие тренировочные условия. Я думаю, когда условия для тренировочного процесса улучшатся, прогресс будет виден от матча к матчу. На данный момент имеем то, что имеем. Думаем, что последние игры третьего круга постараемся выжать максимум и подняться выше в турнирной таблице. Отлично. Вот, учитывая отрицательный результат сегодняшнего матча, Нефчи, который сейчас на 5-м месте, отрывается, получается, да? Как вы считаете, сумеете ли вы побороться дальше в оставшихся матчах за 5-е место, или будете довольствоваться шестым? Да, вопрос провокационный, но тем не менее. Нет, мы каждый матч выходим, чтобы выигрывать, чтобы подниматься в турнирной таблице. Соответственно, если будем забивать голы и не пропускать, будем зарабатывать 3 очки. Соответственно, будем подниматься выше. Все зависит. Задача намного усложнилась. Усложнилась она еще и по ходу второй части чемпионата, со второго круга мы сами себя усложнили. Ну, конечно, каждый матч мы будем выходить, стараться играть только на победу. Что с командами, которые возле нас в турнирной таблице, что против там лидеров и грандов нашего футбола. И также такой вопрос. Мы ранее отметили некоторые моменты, недочеты в атаке, но также были заметны ошибки, грубейшие ошибки в линии обороны. Особенности хотелось бы выделить Парк Джи-хуна, да, то есть когда несколько грубейших ошибок. Да, это, конечно, он хороший игрок, но тем не менее, как вы прокомментируете игру и вообще какая будет работа проделана с ним? В целом, ну, как вы сказали, да, я думаю, для каждого болельщика заметно, что он игрок большого мастерства, да, выше уровнем, чем остальные игроки. Может быть, и по чемпионату он выделяется, но сегодня, я думаю, не только он, много у нас очень простых, грубейших ошибок, не только от него. Да, от него мы меньше всего ожидаем, но эти простые ошибки, как сказать, убивают нашу игру, да, когда мы на ровном месте теряем мяч, особенно там в первой-второй зоне, мы только облегчаем сопернику, усложняем себе. Проведем работу, проведем анализ, покажем моменты, поговорим. Надо понять, что ему помешало и почему он принимал такие решения. И улучшить, опять же, взаимопонимание и организацию игры. Спасибо. Спасибо. Удачи в следующих матчах.
Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay.